Ленский речной порт намерен выполнить план по переработке грузов, несмотря на проблемы, вызванные обмелением реки. Портовики стараются исключить простой судов. Акватория реки в сплошном дыму. В верховьях Лены горит Витимская и Пеледуйская тайга. Видимость на рейде в районе города менее километра. Но беда не приходит одна. Похоже, прогнозы насчет прошлогоднего сценария навигации обмеления реки начинают сбываться. Вода сейчас на данный момент сегодня 180 на перекатах. От Осетрова до Киринска. У нас осадка, полная осадка 170. Да, сейчас мы уже на полную 20 сантиметров запас под днищем, согласно безопасности плавания, то мы сейчас не сможем уже выйти на полную загрузку оттуда, так что мы процентов на 80 уже пойдем. Мелеет река и в районе города. Под верхнюю причальную стенку суда становится свободно, а подойти под нижнюю вплотную к причалу уже нет возможности. Глубина около метра, с высоты видно даже камни на дне. Но портовики нашли способ разгрузки судов, использовав низкосидящую баржу как промежуточный причал. Метод этот не новый. В 2005 году Виктор Иванович Иовенко, будучи заместителем начальника порта, предложил техническое решение для использования баржи МП-513 для использования ее в качестве промежуточного причала. То есть принцип довольно простой. МП прочно швартуется к причалу, а судно, согласно требованиям безопасности, уже непосредственно к барже. Здесь глубина около 2 метров. Вылет портальных кранов достаточен для производства погрузочно-разгрузочных работ. В основном под 5-6 краны становятся суда с мягкими контейнерами. Так называют мешки с цементом и другими сыпучими материалами. За прошедшие сутки Ленским речным портом переработано свыше 6 тысяч тонн. Это наиболее большая цифра за прошедший период. За сутки также за прошедший было обработано 8 единиц флота. Досрочно и в норму. Всего же портом переработано уже более половины заявленных грузов. 223 тысячи тонн к плану в 407 тысяч. Сумеет ли Речпорт добиться конечных результатов навигации, покажет время. Но судя по показателям и применяемым методам работы, когда исключается любая возможность простоя судов, предприятие выполнит задачи, лишь бы не подвела вода.